Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. Дорогие мои друзья. Так, смотри. Опа. Сейчас мы. Как обычно, у меня все на ходу все делается. Так, Адам Грузинский. Остался комментарий, удалить Маина. Дейрцейна Азам Адам. А комментарий. Сум догадался удалить Тиняцу. Так. Подождите, не сейчас. Так, ассалам алейкум, как найти? Ва алейкум салам. Чечня это Ичкерия, ва алейкум салам. Ичкерия лайв, ва алейкум салам. Жаннат Жунусов, ва алейкум салам. Казахстан, Социал С, ва алейкум салам. Машвойль, Аслан говорит, как найти? Ва алейкум салам. Донатас Успалис, ассалам алейкум, ва алейкум салам. Так, ассаламу алейкум, Асан. Так. Чечня ночью. Тон, удовой. Тоновой. А что Дон? Надо еще удовой. Так, давно тебя не смотрел, говорит, ночью. Так. Му Аслан, говорит, Маус М. Дику дал Бухаста. Юрий Эдуардович, всем витания. Привет, Юрий Эдуардович. Влад Сепиш, ассаламу алейкум, алейкум салам. Так, Кадыровец, уйти. Он зацелес. Кадыровец уэти, так чуам ночи кантуи, пока сейчас я не ауэрцу. Так что будем исходить из той информации, которую он нам дал. Так, Ибрагим Канцигел, ассаламу алейкум от Ингушетии. Ва алейкум салам, Ингушетия. Ибраим Хамзат Кило, ассаламу алейкум. Ва алейкум салам. Чечня не Россия на месте. Ва алейкум ассалам. Мокш мяш вовель дикан мелвенек. Амин. Я Аллах. Я если чечен. Ассаламу алейкум. Интересная тема. Сегодняшняя тема, он говорит, интересная ли тема. Так. Массарга нохчуно. Чечня это Ичкерия. Главнокомандующий войск. Чеченский след. Массарга Саламаша. Лучших Массарга. Мы все ожидания сенсации Аслана Геслас. Нет, это не сенсация, это небольшой разговор, который пришлось записать из-за технических проблем в режиме сообщения. Я отправляю сообщение, он присылает. И вы сейчас прослушаете все эти сообщения. И это только начало. Дальше мы будем с ним дальше общаться, как он мне обещал, и будем потихонечку выкладывать. Но мы все прекрасно знаем, что во время оккупированной Чеченской республики Ичкерия небезопасно даже произносить там свое имя или там дать как-то себя обозначить, да? Поэтому все меры предосторожности он со своей стороны постарался предпринять. Голос, я так понимаю, он изменил. Лицо он не показал, не захотел открыто говорить, хотя я его видел, я с ним открыто общался. Поэтому вы его лица не увидите, к сожалению. И наши враги тоже не увидят. Но мы об этом поговорим, конечно. Придем к этому обязательно. Так, Станислав, почитаем пока ваши вопросы, подождем, пока все соберутся. У нас будет сегодня тема очень интересная. Крах экономики, который сейчас происходит. Будем надеяться, что крах экономики, который происходит в российской экономике. Ну и поговорим. Я вам дам послушать этого кадыровца, который уже в душе явно не кадыровец, в душе чисто ичкерийский парень. Напоследок он в конце говорит, что на чеченском языке он это уже говорит, что все, кто живет, что не все кадыровцы, которые служат там в России, являются кадыровцами, что они за свою Ичкерию, что любят свою страну, и что нас здесь, которые в Европе живут, они ждут и
вместе, короче, будем строить новое, вернее, свободное, уже освобожденное наше государство. Да, Мула. Давайте я немного поотвечаю на ваши вопросы и ваши приветствия. Аслан Ичкерия, ассаламу алейкум, братва, алейкум салам. The Inside, ассаламу алейкум, Аслан, не забудь о цитате в конце. The Inside. Это что за цитата? Россия будет разрушена? По-моему, у тебя другой ник был. Чечня ночью, ламчо аш састык, хидла цайт бирдуль. И газ духхан ял оганч, на осту аль. البير شالش حدويل دوال وقوة هرم أعدم دوال قهوديدو Так, поехали дальше. Так, Нохчино, будь осторожен, Асламбей. Нохчино, я думаю, им нужно быть осторожнее, а не мне. Так, Чиной буч, Меткет бу. Чиной. Владимир Рабинович, шаломеньки булы. Шалом, шалом, Владимир Рабинович. Маждада, ассаламу алейкум, ассалам. Кучуа болчак, ва алейкум салам. Так, давайте вы тоже сообщайте новости. Как раз я перед нашим эфиром разговаривал с одним молодым человеком, и поэтому как следует вот, не успел подготовиться, и нужно было кое-что доделать. Но разговор затянулся и задержался немного. Так, Дмитрий Куприн. Немецкий фондовый рынок сегодня упал на 6%. Так если что. Конечно, упадет. Если падает цена на нефть, фондовый рынок реагирует. Плюс вот этот вирус, который есть, он тоже очень сильно влияет на положение в экономике. Так, пойдемте дальше. Руслан Исаев, ассаламу алейкум, Аслан. Давно хотел спросить, а что мы будем с этой Ичкерией? Как будем экономику развивать? Вопрос серьезный, ответь, пожалуйста. Ва алейкум салам, Руслан Исаев. Да, это очень хороший вопрос, это очень важный вопрос. Мы, конечно, много говорим, что вот мы сейчас там завоюем, там это сделаем, мы там освободим это, мы там то. Но на самом деле без экономики, как известно, да, в любом государстве, если государство бедное, если у него плохо развита экономика, если есть коррупция, то появляются проблемы разного рода. Так. Как у меня со звуком? Нормально все со звуком? Вроде не жалуетесь, да? Поэтому экономику, конечно, нужно развивать, и мы будем ее развивать обязательно. Во-первых, как мы планируем, да, как это должно будет произойти, мы построим нормальное, цивилизованное государство, правовое, самое главное, демократическое государство, которое будет ориентировано на весь мир. Оно будет экономически взаимодействовать со всем миром, с Китаем, с Африкой, с Америкой, с Европой, с арабским миром, с Японией, ну со всеми, с Турцией. Конечно же, мы будем делать. По поводу экономического развития, конечно, этим должны заниматься, и тебе вот полностью развернуто объяснить, Руслан, должны, наверное, конечно, экономисты, кем я не являюсь. Но я знаю, что если у нас будет правовое государство, где будет низкий уровень коррупции, да, желательно, чтобы ее вообще не было, но в мире нигде нет страны, где ее вообще нет. Поэтому низкий уровень коррупции, чтобы был, и если мы станем надежным, стабильным государством, то к нам пойдут инвестиции. А это, как мы знаем, будет экономическое развитие в этом плане. Мы можем привлекать инвестиции со всего мира и будем развиваться. Ну, в принципе, вот вкратце, если так ответить, то можно ответить так. Ну, конечно, нам нужно обучаться, нам нужно как можно больше
растить своих экономистов, своих юристов, бухгалтеров, ну, банкиров и так далее, что нам обязательно придется сделать. Так что, ну, вот, вкратце так, больше, ну что, если конкретно что-то скажешь, я постараюсь тебе ответить. А в общих чертах как-то так. Так, Владимир Рабинович порвал сегодня 2 баяна от радости. Отлично. Мокша Ашоли тоже радуется. Так, Нахчунов. Аслан, Эрдоган опять стягивает войска в Идлибе. Как ты это воспринимаешь? Я это воспринимаю так, что чтобы как бы не говорить с Путиным, с Россией, все равно надо свои дела делать. В Идлибе живут люди. Да, в данном случае это люди, сирийцы, мусульмане, которые очень сильно подвергаются геноциду практически, да, открытому уничтожению всего живого. И наконец-то, через уже сколько лет, наконец-то в мире хоть какая-то сила появилась, которая заступается за людей, да, в данном случае Идлибе. Американцы защищают курдов и нефтяные там скважины. Сейчас и курдов не защищают, только скважины. Другие тоже преследуют свои интересы. Израиль залетает, наносит удар по Асаду и по его самолетам. Это хорошо для простых людей. Но этого недостаточно. Израиль для себя, за себя защищает. Америка тоже свои интересы защищает. Ну и вот тут мы видим, что Турция в конце концов, не прошло как говорится, и полгода, начала в конце концов принимать какие-то меры. И Турция реально уничтожила и ранила, вывела из строя более 3000 вот этих фашистских, асадистских и путинских вот этих террористов, иранских и других. Что он по этому может сказать? Это очень хорошо, и я думаю, что Эрдогана поддерживает Израиль, а вы знаете, что у Турции и Израиля были всегда натянутые отношения, иногда очень плохие отношения. Но, несмотря на это, Израиль, понимая, что ему нужно жить с нормальным, стабильным соседом, чтобы это не переросло там в супер большую войну, им пришлось поддержать Эрдогана. Эрдогана также под Турцию. Турцию также поддержал Соединенные Штаты. Ну что по этому поводу сказать? Все отлично. Надо наводить порядок в Сирии. Страны должны объединиться. Раз Турция взяла на себя эту ответственность, пошла вперед, то Турции все должны помочь и нормальное правительство установить, провести нормальные выборы, зачистить всю территорию от преступного режима Асада, выкинуть всех этих путинских террористов или же там оставить навсегда. И в Сирии наконец-то должен наступить долгожданный мир. Земли сирийцев должны остаться за сирийцами. Никто, ни Турция, ни кто-либо другой не имеет права на эти земли. И в конце концов мир должен наступить. Но вот Путин и его вот эта банда, они пытаются как-то всячески противодействовать. Ну, посмотрим, сейчас рано об этом говорить, посмотрим. То, что не закончилось там, что Эрдоган и Путин встретились и закончилось, это тоже далеко от реальности, ничего не закончилось и не закончится, пока там не наступит нормальный мир и фашистская Россия не будет наказана, она не успокоится. Фрэнсис Коппола. За Ичкерию не так много в Чечне, но вот против России почти все, и за независимость тоже многие, но за Ичкерию все же мало. Попутал кадыровец немного, говорит. Ну, я не знаю, кого ты кадыровцем называешь, но я тебе скажу, то, что вот тот человек, который говорил, что он за Ичкерию. Ичкерия – это название нашего государства. Это независимого, суверенного чеченского государства.
свободного государства. Поэтому, как бы кто не хотел, вот если много в Чечне тех, кто против России, ну, значит они за Ичкерию. За независимость, значит они за Ичкерию. А то, что вот само слово Ичкерия, оно дискредитировано вот этой пропагандой, и кто-то там думает, при Ичкерии было плохо и так далее. Ну давайте не возьмем период между двух войн, да, когда фактически война и не закончилась, она просто приняла другие обороты, другие формы, эта война. Вот давайте возьмем до Первой войны, когда еще Россия в 93-м принимала свою конституцию, когда они там свой парламент из танков расстреливали, когда у них там был бардак, и они боролись за власть, и до нас им было, ну так, опосредственно до нас им было дело. Тогда мы жили лучше всех. У нас выдавались бесплатные, бензин выдавался на каждую семью, просто так, бесплатно. У нас было беспошлинный ввоз, люди возили, ну и так далее, и так далее. Все знают, что наша страна была намного лучше, чем вот ближайшие российские регионы, которые к нам примыкают. Да, например, рынки у нас появились самые большие по товару, да, и со всего приезжали. Я помню, хлеб у нас с Дагестана приезжали закупать, кормить животных, скот кормить. Потому что цена была зафиксирована, и цену Джохар Дудаев, первый президент наш, он запретил поднимать. И у нас, чтобы не было там, ну, имеется в виду слабая, небогатая, самая незащищенная часть нашего общества, она была обеспечена вот первым необходимым. То есть хлебом там, да, самое главное, то, что есть. И у нас все было отлично. Поэтому Ичкерия это круто. Ичкерия, она уже есть, и ее хотят, кто-то ее не хочет ее. Для того, чтобы чеченский народ от нее отказался, им надо выйти, заново проголосовать на свободных, честных выборах, когда будут наблюдатели со всего мира, и сказать, что мы отказываемся от Ичкерии. Вот тогда Ичкерии не будет. До сегодняшнего дня, и если так чеченский народ скажет, я с этим соглашусь. Если народ так говорит, его величество народ, то мы ничего сделать не можем. А так, ну, можно что угодно хотеть. Есть факты и действительность. Маждада, наши агенты должны быть среди кадыровцев и даже на Марсе, говорит. Так, понятно. Вот у меня тут наговорили. Сейчас я пропущу чей-нибудь вопрос. Да не, вы тут слишком много наговорили, что точно придется пропустить. Так, Джохар Дудаев, ассаламу алейкум, братья и сестры. Алейкум салам. Джохар Дудаев, ставьте лайки и подписывайтесь на реалити, говорит. Iron Man, ассалам маршал ду аслан. Дели салам маршал гуль Iron Man. Адам Грузинский. Аслан, крах Российской Федерации, это хорошо, но там наши родные, и ты просто обязан дать пару дельных советов, как выжить и к чему готовиться. Адам, ну, в первую очередь, конечно же, надо запастись продуктами, да, и зная, что этот крах будет, несколько лет назад, даже еще до того, как я уехал из России, я слышал информацию, что кадыровцы прибирают к себе вот продовольственный рынок, именно сельское хозяйство, сам контроль продуктами. Вот вы знаете, всем известно, вот эта птицефабрика кадыровская, брали земли, где можно засеивать, да, разными культурами. Так вот, все пока у них находится. Главное пережить голод, да, если будет голод. Но я надеюсь, голода не будет. Голода не будет, просто будет экономика стагнировать, останавливаться, загнивать. Ну, дельных советов
Слава Богу, у нас у всех за границей есть родственники. Я думаю, если экономика сильно упадет, и мы сможем прислать хотя бы кто-то из родственников хотя бы 100 евро, то этого будет хватать на нормально, чтобы чуть-чуть хотя бы питаться. Тем более наша земля, она всегда была плодородной. И я думаю, заниматься сельскохозяйством, животноводством, это самое время сейчас этим заниматься. Больше я, не знаю, я специалистом во всех областях быть как бы не хотел никогда и всегда экономику, там, сельское хозяйство. Я не знаю, я только могу констатировать то, что сейчас происходит, ну и говорить за то, что я знаю по правам человека. Так, Адам Грузинский. Так, это я уже читал. The Inside. Аслан, что скажешь о переговорах Путина и Эрдогана? Я вам покажу по этому поводу одно видео, очень интересное, очень хорошо, на мой взгляд, сделанное видео. И я вот предлагаю его посмотреть. И потом можно будет посмотреть о встрече Путина и Эрдогана. Сейчас, подождите, я тогда включу, чтобы я мог понять, слышно или не слышно меня, этот ролик, чтобы вы мне сразу написали. Одну минутку. Так, все, меня тут слышно, отлично. Так, я сейчас включаю этот ролик, посмотрим, как Эрдоган и Путин общаются. Займет там 3-4 минутки, 4 минутки, и будет все ясно. Вы что, согласились приехать? У нас, как всегда, есть о чем поговорить, ну а сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого lичного разговора. Her zaman olduğu gibi çok yoğun gündemimiz var. Kaldı ki son günlerde malum İdlib bölgesinde cereyan eden olaylar yüzünden gerçekten şahsi görüşmemizi gerektiren gelişmeler olmuştur. В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Görüşmemizde baş bitiren askerlerimiz için bir kez daha taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Это, гибель людей – это всегда большая трагедия. İnsanların ölümü, her insan ölümü bir trajedidir. К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе и сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. Telefon görüşmemizde ifade ettiğim gibi hiçbir kimse Suriye askerleri dahil olmak üzere orada Türk askerlerin bulunduğunu bilmiyorlardı. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали. Aynı dönem içerisinde Suriye askerlerinin de kayıpları olmuştur. В сирийской армии серьезные потери. Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Поэтому, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного, не повторялось, и, чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно и dорожим этим. Tüm onlardan dolayı bir kere bu olayların tekrarlanmaması, ikincisi de bu gibi olayların her ikimizin de çok büyük önem verdiğimiz Rus-Türk ilişkilerine zarar vermemesi için gerçekten de şahsi görüşmemize ve tüm bu meseleleri teferruatlı bir şekilde görüşmemize ihtiyaç var. Как вы и просили, мы готовы начать вот так вот с глазу на глаз разговор, а потом при необходимости подключить наших коллег, которые вот слева и справа от нас здесь в зале находятся. Talibiniz üzerinde isterseniz bu görüşmelerimize baş başa olarak başlayalım. Ondan sonra bu salonda hazır bulunan meslektaşlarımız bize katılabilirler. Добро пожаловать. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ben de Sayın Başkan öncelikle bu kabulünüz için çok çok teşekkür ediyorum. Да, господин президент, я тоже хотел бы выразить благодарность за ваш прием. Malum bu görüşmeyi tabii Türkiye'de yapacaktık. Как известно, мы должны были в Турцию провести эту встречу. Sizin buradaki anayasa çalışmalarıyla ilgili gelişmeler sebebiyle bu davetinizi burada gerçekleştiriyoruz. Но в связи с вашей работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда. Tabii
İdlib müzakereleri sebebiyle bir araya gelişimiz büyük önem arz ediyor. Несомненно, наша сегодняшняя встреча в связи с идлибскими переговорами имеет большое значение. Bölgede sıkıntı Действительно, в регионе очень напряженная ситуация. biliyorum ki şu anda dünyanın gözü burada. Я знаю, что весь мир устремил свои взгляды на сегодня сюда. Ve bugün buradan atacağımız adım, alacağımız isabetli kararlar bölgeyi de ülkelerimizde rahatlatacaktır. Я считаю, что сегодняшние наши предпринятые, которые будут сегодняшние шаги и наши решения, правильные решения, несомненно, облегчат ситуацию. Türkiye-Rusya ilişkilerinin tavan yaptığı bir dönemi yaşıyoruz. Между нашими странами мы как раз переживаем то время, тот период, когда наши отношения достигли пика. Gerek savunma sanayinde, gerek ticari ilişkilerimizde çok farklı bir dönemin içindeyiz. Это, nесомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений, и так далее. Очень хорошие отношения продолжают развиваться. Bunları çok daha ileri taşımamızın hesaplarını yapıyoruz. Мы считаем, что и говорим, что нам необходимо продвинуться в этом направлении. Ve bunları tabii güçlendirerek götürmek de bizim en büyük amacımız. И наша самая большая задача именно заключается в том, чтобы продвинуть и развивать это эти Bunu отношения. da başaracağımıza inanıyorum. И считаю, что мы преуспеем в этом деле. Tekrar bu kabul için teşekkür ederim. Еще раз хочу выразить благодарность за этот прием. Спасибо. Так, вот вы увидели. Сейчас я вернусь к вашим вопросам. Так, давайте к вашим вопросам вернемся. Так, скоро Лебединое озеро, говорит Владимир Рабинович. Так. Звук супер, все нормально. Так, друзья, я перемотаю. Вот вы видели, как Путин разговаривает с человеком, который только что уничтожил его там бандитов. И вы заметили, там Эрдоган говорит, что он приехал, потому что Путин занят из-за того, что у него поправки к Конституции вносят. У него некогда было сесть на самолет, долететь. Потому что он боится. Путин не полетел туда, потому что боится. А Трамп же показал, что он не боится. Прилетел спокойно, все рассказал и поговорил, поставил на место, уехал. Ну, конечно, договариваться нет смысла. И ничего не изменится. Надо оставить как есть и только там переговорщика посылать, разговаривать, да, психолога. По-другому эти люди не понимают. Но мы давно об этом говорим, наверное, надо по ушам получить, чтобы сами поняли остальные, что так и есть. Так что вот так вот. Говорить с ним бесполезно. Но то, что трус, это понятно. О нем давно известно, что он трус как человек. Он и лжец, обманщик, трус. Ну, все минусы, которые есть в мужчине, в нем есть. К сожалению, вот такой сегодня президент или незаконный президент в России. Так, Зеленюк Виталий. Смотрю сначала ваш канал, до того, как понял, кто вы. Жаль, на митинги не получается с вами ходить пока что. Слава Ичкири. Дякую, героям слава. Так, Аслан, выросло поколение коррупционеров в Чечении. Никакой надежды на тех, кто работает на российской федерации, нет. Вся надежда на молодых чеченских спецов из Европы. Молодых специалистов можно найти и в России. Я знаю, что и в Москве есть такие специалисты у нас. Также есть в самой Чечне эти специалисты. Конечно же, здесь тоже есть очень хорошие специалисты. Учатся. Я знаю некоторых таких ребят и девчонок, девушек. Поэтому я думаю, не пропадет наша страна.
Без специалистов не останется. На самом деле мы стали намного сильнее, чем были. Во-первых, у нас появился опыт, мы стали мудрее. Здесь, в Европе, мы получили очень много знаний. Получаем очень много знаний. Далее мы выявили, время выявило, они сами выявили большое количество агентуры. С этой агентурой нам надо будет распрощаться раз и навсегда. Эти люди не смогут никогда занимать никакие руководящие посты, вообще никакие государственные посты. Если на них нет других преступлений, они должны будут просто... Это называется люстрация. Если мы этого не сделаем, к сожалению, к большому сожалению, мы не построим государство, у нас его не будет. Мы должны сделать это, мы должны как-то выправить. Когда начиналась революция, когда мы установили свое государство, то когда мы провели выборы, избрали президента, парламент, провели референдум, мы захватили, наши власти захватили данные огромного количества агентуры, которая осталась в КГБ по Чечено-Ингушской АССР. Я не знаю, с чем связано, почему их не афишировали, почему не придали огласке, что они работают на КГБ. Не знаю, с чем это связано. Я думал над этим, но, скорее всего, возможно, Дудаев надеялся, что он сможет этих людей использовать, потому что эти люди умели управлять страной, и он как-то использует этих людей. Может быть, КГБ могло оставить и липовые дела на абсолютно невиновных людей. Поэтому не знаю, с чем это связано, не знаю. Но я слышал из разговоров, что Джохар приглашал к себе этих КГБшников и в очень жесткой форме требовал от них: вот ты теперь будешь работать на эту страну и так далее. Ну, наверное, хотя за Джохаром я ошибок не наблюдал. Нельзя сказать, что вот у Джохара была вот какая-то вот ошибка, провал, какое-то такое серьезное нарушение, которое он мог бы сделать. Поэтому я даже не могу сказать, что это было преступление или нарушение, неправильно, то, что он не стал афишировать этих агентов. Но опять же, я считаю, что все-таки я склоняюсь к тому, раз не получилось так, то, наверное, надо все-таки в этот раз уже сделать так, чтобы мы могли как-то избавиться от этой агентуры. И это очень трудно доказать, что это агентура. Да? Эти люди абсолютно лживые, беспринципные, подлые. Не знаю я, как это будет делать. Это пускай решает наше руководство. Не знаю. На самом деле, есть вещи, которые я не знаю. Не знаю. И эта речь не идет о тех, кто замешан в крови, в убийствах и так далее. Речь идет о агентуре, которая работала. И мы не можем доказать, что вот он виновен в смерти. С убийцами понятно, он должен будет понести наказание. А с другими как? Так, давайте дальше. Тор пишет: привет, Аслан, зря ты связался с этим кадыровцем. Если он один раз предал, значит предаст всю жизнь. Так это болтовня, якобы мы вас ждем, бла-бла-бла. Нам, украинцам, тоже предатели так вошли в доверие. Ну, я не знаю. Я вам просто дам послушать, что он говорит. Там он не раскрывает там особо таких секретов пока. Мы только вот первый у нас там диалог получился. Не знаю, как это было, хорошо или нет. Давайте я его сейчас включу. Можно будет и это тоже потом обсудить. Мы так переписывались с ним время от времени. Я не знаю, как вы будете это слышать, поэтому я постараюсь. Постараюсь.
Так, как меня слышно? Давайте сейчас я перемотаю, послушаем, не буду вас больше томить. Там сенсации. Он мне рассказал очень много сенсаций на самом деле. И это у меня и под запись есть, и мы так с ним долго очень разговаривали, я очень много знаю. Но то, что вот сейчас в этом нашем разговоре, то, что было, здесь вы кое-что услышите, и просто человек расскажет, что он захочет. Так, сенсации, все будет, все нормально будет. Сейчас давайте послушаем. Минутку внимания. Все, сейчас. Я начало по-чеченски, потом по-русски. Ассаламу алейкум. Вахарс ودعوة الشاه عنديريس ولا لأسون رهم ميت نداقة القيقة حراتان وتعلي لي شو خارج ودقيقة حوا أرولا ديريس ولهم غاسك محتلاليت ديزادور مسانا دوزيت ديلاس غاسك محتلاخوت دويغاس хортак. Ассаламу алейкум еще раз. Так, для начала я бы хотел бы узнать, как вас зовут. Представьтесь, пожалуйста. Сразу скажу, ты можешь отказаться отвечать на любой вопрос, который посчитаешь неуместным или который может как-то навредить тебе. Итак, начнем. Расскажи, пожалуйста, кто ты и почему ты решил раскрыть секреты и преступления русской оккупационной администрации во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Алейкум салам. Зовут меня Хамза. Как слышно? По мере возможности я буду отвечать. Да, Аслан, на некоторые вопросы я буду отвечать, так как я знаю, что грозит мне и моей семье. Поэтому по мере возможности я буду отвечать. На вопрос, почему я решил все рассказать. Потому что в школе, так скажем, узнали всю правду, что нас убивают, нас пытают. И когда все это видишь, и не можешь терпеть все это, ты не то, что там должен обязан все рассказать для общества, что творится тут на самом деле. Ясно. Скажи тогда, кто ты, к какой должности, к каким структурам ты имеешь отношение? Ну, что можешь себе позволить сказать? Аслан, по должности и звании я не могу говорить пока. Скажу так, я сотрудник одной из спецподразделений Российской Федерации по Чеченской Республике. Да, Вильпесен Кульпа, я вытащу эти сообщения, сделаю из этого ролик, да. Хамзат, скажи, пожалуйста, вот меня интересует много что из того, что мы с тобой ранее обсуждали, говорили. Но меня вот сейчас на данный момент интересуют методы вербовки, например, методы проведения спецопераций, ведения допросов, других следственных действий. Вообще юридическое сопровождение вот, уголовных дел кем осуществляется? Кто оформляет задержанных? Вот попробуй рассказать это. Ну, начнем, вот, допустим, с вербовки. Мы много говорили с тобой на эту тему. Скажи, пожалуйста, по поводу вот, тех людей, кто занимается вербовкой и как вообще происходит вербовка. Чаще всего через какие средства коммуникации это происходит. Большинство молодых людей задерживают по подозрению в экстремизме, терроризме. Их вербуют наши же сотрудники спецподразделений, сотрудники районных отделов. То есть есть определенный круг людей в каждой подразделении. Можно сказать так, в каждой. То есть они сидят днем и ночью, сидят в социальных сетях, сидят в других в приложениях. Якобы они проповедуют ислам, знают ислам и вербуют этих молодых людей.
количество людей, если они недовольны нынешней властью, российской властью Чеченской Республики, то наши же сотрудники дают нам координаты, дают нам адреса, фамилии, имена, и мы выезжаем, забираем этих людей, и из них выбивают то, чего хотим мы услышать. То есть, каким образом это делается. Их пытают током, их бьют, то есть разные способы. И когда видишь все это, знаешь, что на самом деле эти люди ни в чем не виноваты, ты задумаешься сразу о своих родственниках. Я просто отвечаю сразу же на твой первый вопрос. Почему я решил все это рассказать? Потому что у меня тоже есть родственники, и друзья, братья, твои братья, чеченцы, в конце концов. Вот таким образом этих людей вербуют. То есть якобы, в кавычках скажем, имам это на самом деле наши же сотрудники. Смотрите, он тут рассказывает, как происходит вербовка. Есть люди, которые сидят и они не ездят на выезды, они не занимаются ничем, кроме как вот в интернете они сидят и с людьми, у них там заставки бывают, там с арабскими разными там никами, там с мусульманской символикой там и так далее. И вот они людей склоняют к этому. И он мне разные случаи рассказывал, вплоть до убийств он мне рассказывал, как происходили. Но некоторые вещи он не захотел говорить в эфире, говорит, потому что если будет в эфире, можно будет выяснить, кто, он находится там, и ему это как бы небезопасно. Поэтому он только вот поверхностно говорил. Но, конечно же, ситуация будет меняться, и мы все будем. Главное, наши следственные органы об этом узнают. Так, дальше пошли. Так, ну, давайте сперва послушаем, а потом будем читать ваши комментарии. Если я правильно тебя понимаю, речь идет о том, что сотрудник российской полиции под видом имама или знатока какого-то ислама в интернете, по социальным сетям склоняет молодых людей к совершению разных противоправных действий. Можешь на примере рассказать, были ли какие-нибудь такие примеры, что вот склонили по этому, по интернету, и вы задержали кого-то, или кто-то задержал кого-то? Да, они в социальных сетях, я не знаю, в Фейсбуке, в Инстаграме, достаточно известно в социальных сетях. Если туда, ставят туда фотографии с бородами, там поднимают палец, типа они истинные муджахиды. И некоторые присоединяются, некоторые просят помочь, некоторые критикуют власть этого. То есть там много способов. Наши молодежи очень наивные, верят всему, что пишут, верят всему, что говорят. То есть и ведутся на это. Если у них просят там, в принципе, что-нибудь там покушать, они пойдут там, возьмут гречку, там, рис, муку, поедут в лес, там, посмотрят сумку, а их задерживают на наши сотрудники. Ну как? Потому что наши сотрудники они туда зовут, их уже и просят. А что происходит с людьми, которых задерживают? Ну, допустим, если коррупция, например, можно откупиться деньгами, или если ты попал, то за это дело ты не откупишься. Да, были случаи. То есть я знаю сотрудников полиции, которые завербовали племянника одного из сотрудников 6-го отдела. Я надеюсь, что этот сотрудник слушает нас сейчас. То есть его уговорили, этого парня уговорили, то есть там парень 18 лет, там, пацан молодой. Они его уговорили убить своего дяду и прибыть к ним. То есть он должен был убить своего дядю и поехать в лес. А на самом деле ему эти задания дают эти сотрудники. Тот согласился, в конце сначала он хотел встретиться с ними. Типа у него оружия нету, давайте я с вами встречусь. Я возьму оружие и убью своего дядю, который работает в 6-м отделе. А тут приехал с двумя сумками, с едой встретиться, опять же, в кавычках, с муджахидами.
и его задержали, и дали ему срок несколько лет. Вот таким образом и атакуют наших людей. Хамзат, скажи, а можно ли вот по таким статьям откупиться? Можно ли заплатить взятку и не сесть за ту статью, которую тебе приписывают? Именно что касается экстремизма, терроризма, всяких там НВФ. Конечно, можно. Если у тебя родственники, то есть богатые, они заплатят там, я не знаю, миллион рублей, 2 миллиона рублей начальнику или командиру подразделения. И тот свободный, там, то есть против него не будет сделать там возможно. И люди, у которых нет возможности взять такие деньги, бывали случаи, продавали квартиры, там, продавали там, я не знаю, машину, брали кредиты, там, брали у родственников, там, долг. Были такие случаи. То есть это возможно. Ну, да, я вот сейчас читаю то, что говорит, да, если вам плохо слышно или непонятно, конечно, я тогда скажу. А так, он говорит, что да, коррупция есть, продавали дома, квартиры, машины, кредит брали, чтобы вытащить, а человека практически провоцировали на преступление, в интернете его подзывают там, и вот он рассказывает про случай, когда там сказали у человека, у молодого человека, дядя работал где-то в 6-м отделе, по-моему, он говорит, и ему сказали, его надо убить. Он сказал, давайте я приеду, и вы дадите мне оружие, я его убью. И они попросили ему там продуктов, там туда-сюда, он взял, привез им продукты, и как бы его задержали. Вот такой вот был случай. Да, давайте, да, я буду тогда каждое его сообщение вам повторять, чтобы было понятно. Окей, давай тогда вот по порядку тогда посмотрим. Ну, произошла вербовка. Завербовали человека, склонили его, да, спровоцировали на преступление. Далее что следует? Идет момент задержания, да, проводится спецоперация. Затем потом его допрашивают. И вообще, как все это происходит? Соблюдается ли уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации? Соблюдается ли уголовный кодекс? Расскажи, как вообще спецоперация происходит, там, как задерживают человека? Как это происходит? Бывают ли убийства во время задержания или по-другому происходит убийство? Нет, по закону не соблюдаются никакие. Приезжают в 4 утра, забирают тебя, там, крики, он, там, я не знаю, жена кричит, там, пытается там как-нибудь там остановить, там, эти сотрудники полиции. Мать там плачет. То есть их тоже бывали случаи, откидывают, там, бросают там, на асфальт. Разговаривают с ними неподобающе. То есть относятся не по-человечески. Ну, как с котом относятся. Закидывают подольские эпизоды. Нет, по закону не соблюдаются никакие. Приезжают в 4 утра, забирают тебя. Там, крики, он, ноги, не виной, то есть не имеет значения. Он должен сказать, то есть задержан, должен сказать то, чего хочет начальник этого подразделения. И они добиваются этого. Путем пыток, издевательства, унижений. А задержанный, он соглашается всем, что угодно. Он будет подписывать все, что угодно. Потому что этих унижений никто не удерживает. Никто. Он говорит, что да, бывают такие случаи, что задерживают, что пытки никто не... Ну, вы слышали, пытки не выдерживает тот, кто к ним попадает. И вот я тут читаю, вижу, вот тут говорят, что это новые ники появляются, которые здесь обычно не видны, которые говорят, что это старые фишки и так далее. Я так понимаю, тут появились кадыровские вот эти менты, которые знают, о чем говорят. Я не говорю, когда это случилось. Если этот случай был про тот случай, когда там дядю хотел убить, наверное, он, не вчерашний это рассказывает. Хотя он и вчерашний мне тоже такие вещи, свежие, скажем так, вещи он мне рассказывал. Но опять же, в целях безопасности человек, видимо, не захотел все говорить. Ну, давайте дальше. Да, самых хитростей тоже пример. Так, давайте дальше. Методы их работы, конечно, нам знакомы, да. Мы это хорошо знаем. Ну, скажи мне, Хамзат,
И вот как получается так, что вы забираете в 4 утра, или там ваши сотрудники забирают в 4 утра человека, и после этого вы можете его спокойно пытать, избивать, там, заставлять его подписать необходимые материалы. И родственники при этом как-то не реагируют. Как вот с этим у вас происходит? Применяются ли какие-нибудь хитрости вами, чтобы обходить давление родственников? Вот в этом чуть-чуть расскажи, пожалуйста, поподробнее, чтобы было понятно, как все это происходит. Тоже влияет. Например, перед выездом, то есть перед спецоперацией, могут шевроны там на тех подразделениях нашивать. Шевроны-то бывают знаки различия. Что родственники задержанных поехали совсем в другую сторону. В поисках своего сына, там, или брата, отца. Или могут там номера машин другие, то есть номера поменять на другие. Именно из-за таких методов у начальников подразделений, отделов всегда бывает разногласия. Тут речь идет о том, что он говорит, как бы, ситуация как происходит так, что они задерживают, и родственники ничего не делают, да, забрали человека, и они ничего не делают, да, на нас это не похоже. Он говорит, применяются разные хитрости, меняются номера на машине, переодеваются, там, лычки меняются, да, формы, там, например, там, если это какие-нибудь там нефтеполк или там какой-нибудь другой полк, они там разные вот эти одевают, нашивки, и чтобы запутать родственников, и отвозят человека к себе на базу и там пытают. Да, если этого не согласны. Согласны с этим. Так, пойдем дальше. Ясно. Значит, получается, для того, чтобы задержать человека, меняют опознавательные знаки на форме и заходят под... как будто это другой представитель, ну, от другой структуры какой-то, да, чтобы потом можно было забрать человека и какое-то время выбивать из него показания. Ясно. Расскажи тогда, пожалуйста, как происходит, вот когда вы доставляете, да, бывали ли там убийства, как происходят пытки, как пытают, кем пытают, где содержат задержанных? Вот этот этап, расскажи, пожалуйста. Руслан, я уже пора, мы продолжим этот разговор обязательно. Не могу сказать именно число, да, но мы обязательно продолжим. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться. Ну, на этом он больше не захотел со мной говорить, он сказал, что сейчас он занят, и, ну, по какой-то причине, видимо, есть меры предосторожности, которых он должен соблюдать, так как пострадает не только он, но и все его родственники. А сейчас он обращается на чеченском языке, я это постараюсь, чтобы вы услышали, поближе поднести. Он обращается ко всем нам, чеченцам, которые живут здесь, в Европе. Чеченцы наши, на чеченском языке. Hazreti еще, будущий швырта, его случайно анализу его uzun tutma tabii şeylerle его сорт хасхич, было бы еще он отдал это еще раз хасхич лиша дать обхумнах хазишун. شاويجا بيوات بوتسو شاويجا تير بيوات بوتسو مليتيا بوبي شو بوشويج وبقي بيشا بات بوتسو شاويج نحبوش بات таксиста стройки оболба кордадин балышт эрбойл бубо кузаца думач
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ну, короче, вот что вы слышали, он говорит, вот, короче, на этом закончилось. Ва алейкум салам, мы с ним еще попереписывались, и он потом пропал со связи. Короче говоря, он говорит, что не все они плохие, не все они убийцы, и что они за свою родину, что они в разных структурах, он мне ранее говорил, даже в ФСБ есть люди, которые не хотят вообще с этой, они понимают к чему, что геноцид творится, и в ГРУ есть, и в ФСБ есть, и в этих разных структурах. Они, кто доверяет друг другу, говорят на эти темы, и они, конечно же, очень не рады тому, что там происходит. Очень не рады. Поэтому, ну, вот это как вам пример. Я постараюсь с ним, конечно, и более качественно в следующий раз записать. Постараюсь, вы тоже должны понять, что человек должен свою безопасность только удовлетворить наше любопытство. Да? Всю информацию он мне и так говорит, какую я тут протоколирую, все сохраняется, записывается на аудио, на видео. Но все равно мы должны понимать, что только для того, чтобы нам понравиться, человек не должен подставлять себя. Но он рассказывает детали, которые не каждый расскажет. Так что вот так вот. Поехали к вашим вопросам. Смотрю, вы тут уже мне много чего написали. Борис Барзаев, ассалам алейкум. Борис Барзаев, антитеррор. Мамуауи. Борис Барзаев, забанит тюрьмойцу. Non-stop MR говорит, а вы можете переводить? Да, если вкратце сказать, то, что он сказал на чеченском языке, было о том, что не все чеченцы, которые работают в разных силовых структурах, враги чеченскому народу, что не все убийцы, что по разным обстоятельствам они оказались. Кому-то на стройке надоело работать, кому-то таксистам надоело работать. И они оказались вот в этих структурах, посмотрели, увидели, что это за ужасная структура. И как бы все прекрасно понимают, что они нас ждут, что, знаете, говорит они нам, что у вас здесь есть братья. Тут в Чечне есть братья. Ну, это хорошо, если люди начинают просыпаться, люди начинают понимать. Я уверен, что это не один такой человек, и он это говорит, что их много. Я думаю, что в этом плане мы потихоньку начинаем осознавать, потому что вот вся сила Кадырова, России держится на Кадырове и на вот этих структурах. Если эти люди просто не то, что они перейдут на нашу сторону и так далее, просто если они не будут выполнять их приказы, то уже мы, Кадыров и вот это 20, 30, 40 человек, которые его кучка, да, составляет, будет намного легче с ними справиться. Так, пойдемте дальше. Как найти? Асан, ты говоришь, что он многое рассказал, а ты не можешь все выложить. И ты уверен, что это не киллер-марафонец, так сказать, киллер, идущий издалека. А я не знаю, киллер это, марафонец это, под меня это готовится, не под меня это готовится. Я ничего не знаю. Я знаю, что я с этим человеком говорю, и я ему в определенной степени доверяю. Но исходя из того, что он выдавал мне такую информацию, на которую будет спрос у следственных органов. Поэтому, ничего я не могу сказать. Вы увидели, услышали то, что вот он захотел вам сказать, что вы услышали. Вот вы это услышали. Дальше посмотрим. Так, Crash Hard 05. Ассаламу алейкум, ассалам. Про какой-то суд Гааги над Путиным говорилось. Ты в курсе, о каком суде шел речь? Ва алейкум салам, Crash Hard. Да, конечно, я в курсе. Сейчас в Гааге. В Гааге есть два суда. Есть МУС, Международный уголовный суд в Гааге. И второй суд, это который сейчас Украина подала заявление. И сейчас это будет рассматриваться дело. Это суд ООН. Суд ООН в Гааге, короче говоря, по-моему, так он называется. Вот есть вот этот суд. Но это неправильно украинцы сделали. Нужно было в МУС подавать, в Международный уголовный суд. Туда нужно было подавать это дело. Но они подали туда, и этому хотел
воспрепятствовать Сайдамин Ибрагимов. Он говорил с Петром Порошенко, тогда тот был президентом, он туда, когда приезжал, Сайдамин с ним встречался и ему сказал: я вам могу помочь, я этим занимаюсь. Сайдамин ученый права, да, он большой специалист в этой области. И он сказал: давайте я помогу, но они там начали как-то, ну, съезжать, скажем так, по какой-то причине, но это уже я от себя говорю, Сайдамин этого не говорил. И они подали не в МУС, а вот в тот уголовный суд в Гааге, да, или как он там называется. Так вот, вот об этом суде и идет речь. Да? Но Украина, тот суд не может объявлять в розыск, там, привлекать к ответственности, только юрисдикцию, только полномочия имеет МУС, в который Украина не обратилась. Мы обратились в МУС, мы подали в МУС, и наше заявление, кстати, есть большие сподвижки в этом деле, пока я не буду об этом говорить, но сподвижки есть. Это очень хорошая новость, которую я вам придет время, все расскажу. У нас все отлично, господа, и дамы, и господа, все отлично, все супер. Все меняется. Вы видели вот конференцию, которая сейчас была 7 марта в Берлине? Туда пришло огромное количество людей. В коридоре стояли люди. Гражданское общество просыпается, чеченцы просыпаются. Начали уже открыто говорить. Вот звонит Кадыров. Мне разные люди пишут. Кто уехал, там сообщает информацию, и других я призываю. Если есть информация достоверная, присылайте мне ее. Я эту информацию буду аккуратно складывать. Все, что вы не хотите, чтобы сейчас стало достоянием общественности, я об этом не буду нигде говорить. Поверьте, я очень много секретов знаю, которые по адвокатской тайне я храню 100%, да? И я не буду ее распространять, эту информацию. Если вы что-то хотите, увидите, что мы можем, ваша информация, вы можете какую-то пользу принести, давайте вынесем это на обсуждение, покажем об этом людям. Люди меняются, видите, в таком тяжелейшем положении, когда за это убивают, люди все равно, рискуя, говорят нам правду. Говорят правду. Поэтому все идет очень хорошо. Все идет очень хорошо. Так, Миля, твоя неделя. Нам жалко, очень жалко. Может им скинуться и помочь. Нужно собрать деньги на помощь. Кому? Кадыровцам? Нет, тебе точно не надо скидываться. И никому не надо скидываться. Но надо понимать, что если человек говорит какую-то информацию, то воротить нос и говорить: это, мне кажется, играть на руку их объединению. Наоборот, мне кажется, мы должны играть за то, чтобы действовать на то, чтобы вытащить хоть одного из них оттуда. Да? Вы знаете, что на суде, например, если один член банды дает показания, то член этой банды по программе защиты свидетелей выводится полностью, иногда выводится полностью из-под ответственности, что является очень хорошим делом. Поэтому не будем спешить рубить, да, чтобы не казалось, что мы тут говорим, там, заступаемся за кадырцев. Нет, еще раз нет. И ложь, которую на нас возводят разные мерзавцы, она к нам не приклеится. Так, Борис Барзаев. Я знаю ментов, которые выходили на поле, взрывали себя. Единственный выход из их числа был этот, и они взрывали себя. На поле взрывали себя? А зачем они взрывали себя на поле? На поле боя взрывали себя или как? Adam грузинский, валлай, бюрнага, вахвалак бин, октяхар прикшира, да уичватцер, ну, не знаю, посмотрим. Ваше мнение приветствуется, я буду зачитывать, смотреть, говорите, давайте обсуждать это.
Так, Рубати Митяй. Аслан, вроде бы адвокат. Зачем верить этим шакалам? Видит конец этим и решил тут, видите ли, хорошенький он. Предал Ичкерию, теперь сливает своих бывших. У них не бывает. Рубати, верить или не верить, это дело уже третье, десятое. Если человек дает какую-то нам информацию, да, для всех дает информацию, то было бы хорошо, если бы мы воспользовались этой информацией, а так, не знаю. Так, Алды говорит, шен хел хирю хатсам, дейр хирю алды ваяхам, ваяхца, яцаям, хиряхца, хел. Так, Руслан Адамов. Ассаламу алейкум, Асан. Я хотел бы спросить ваше мнение о том, что проукраинские политики считают, что Кубань это их земля, включая Сочи и так далее. Я как черкес, адык, категорически не согласен с этим. Ва алейкум салам, Руслан. Я как чеченец категорически с этим тоже не согласен и категорически согласен с вами, Руслан. Конечно же, Кубань и это наши кавказские земли, это земли адыгов, черкесов, и они, включая Сочи, это все ваши земли, и я к ним отношение имею только как кавказец, а все это ваше. Так что я полностью с тобой в этом солидарен, Руслан, с вами солидарен в этом, Руслан. Так, Reality French English. Маш Воль, ассаламу алейкум, братья и сестры. А кто вообще сказал, что окурок является мужчиной? Ничего мужского в нем не видно. Подлый, лживый, алчный гопник и унитазавр, он, а не мужчина. Машал хейлу алейкум салам, French English. French English. Что-то у нас роликов не появляется на Reality French English. Неужели ты забыл? Рональд Рейган. Аслан, ты главное доверяй на расстоянии. Мегарду. Ашсу сагатте, шусун ацуман шубайл хачера. Мне это приятно и это важно, да, что мы единый организм на самом деле. Мы все заодно. Так, свободу Кавказу и Татарстану, говорит Рахим Камалов. Свободу. Борис Барзаев. Нет ни одной семьи в Чечне, чей родственник не работает в структурах. Может, непосредственно семьи, может, вот, родители их, дети, вот одной семьи нет, но вот если чуть-чуть взять там дяди, тети, посмотреть, обязательно, конечно, у кого-то есть. У кого-то есть, да, это правда. И мы с этим что-то должны делать. Мы не можем всем объявлять такфир и отрубать голову. Конечно же, здесь и Рубати права, и Рональд Рейган прав, и Борис Барзаев прав. Ну вот перед чем мы столкнулись. Это всем нам надо решать, всем нам надо этим думать. Надо работать. Фрэнсис Коппола. То, что он говорит, и так знают. Вот если он пойдет свидетелем в ту же Гаагу, то это уже что-то. Фрэнсис Коппола, я не знаю, за счет этого парня приедет он или нет. Ну, кстати, я его спрошу об этом, заходит он или нет. Но я знаю людей, которые работали в разных структурах, которые готовы свидетельствовать. Даже знаю, который свидетельствует. Да, так что все будет отлично. А так просто поговорить, конечно, этого мало. Но это делается для вас. Это показывает, вы исходите из того, что люди боятся вообще говорить. Вообще произносить что-либо по телефону боятся. Но человек не побоялся. Хамзат Гилаев. Мацол мегардар цик болох аваган газуатян дабаган уана сицедай вовцу. Нис бова Хамзат. Но гоям джим хул и разница. Ну вы все видите. Шумшадега шуйол уайлукса цуцуман. Но галтцаду сагавац галта дальцунан дагардох поваль шад то не ошибки, не ошибается тот, кто ничего не делает. А если он совершил какую-то ошибку, как правонарушение, если он раскаялся и всячески помог нам исправить, да, нанесенный вред как-то,
что даже по Уголовному кодексу Российской Федерации, даже от терроризма, по статье терроризм, человек освобождается, если он раскаялся и предупредил это преступление. Рональд Рейган, знает, куда ветер дует. Но это же хорошо, значит, они тоже понимают, что начал ветер дуть в нашу сторону, правильно? В наши паруса. ТТ, пусть приезжает в Европу, докажет, что он является работником спецслужб. Соберите пресс-конференцию, пусть расскажет на весь мир, тогда поверим ему. А так все это пшик. А я не утверждал, что это мы сейчас этим мы сможем уничтожить всю вот эту преступную клику, которая находится у нас в Чечне, в Чечении. Я просто вам представил на суд часть разговора с человеком, который я говорил. Я не говорю, что это другое. Он рассказывает, что он представляет спецслужбы, специальные службы. Пресс-конференцию он, наверное, не хочет делать, да, раз ты понимаешь, у него есть родственники, как и у тебя. Ты под ником ТТ. Он представился нам как Хамзат. Не знаю. Так, Хамзат, бо борз барзас. Ахсан амилж динаш мандух баган хаяхун сик бог. Так, Герман Красер. Крах экономики. Доллар 100-120 рублей. Гражданская война и развал России. Отлично. Так, антирашизмус. Рубайте Мицео, рубайте. Дал Ал Шуэло, это не последняя инстанция, а кропотливая блогерская работа. Не суди строго. Баркал антирашизмус. Нон-стоп МЛ. Скажите, есть сейчас люди, которые могут возглавить освободительную армию, такие как Иса Мунаев? Конечно, есть. Во-первых, у нас есть премьер-министр, да, который является политической главной фигурой. Во-вторых, у нас непосредственно сейчас есть Муслим Чеберлоевский, который в Украине находится. Так что все нормально. Так, Фриман антипутинизм. Незавидная их роль, говорит. Фриман антипутинизм. Машволь. Кстати, я хотел показать подарок, который мне подарили на этой конференции, в которой мы ездили. Вот это обезьянки, мартышки, которые закрывают лицо, уши, не говорю, не слышу, не вижу. И так действуют многие. Кстати говоря, мне это подарили там. У меня есть еще такая же тема на коврике для мышки. Такая же тема. Так что эта вещь займет у меня достойное место у меня на столе. На моем рабочем столе. Так что вот так вот. Так. Хамзат Гилаев. Борз Барзаев. Хамуат царя. Хамзат Гилаев. Не занят, он врет. Не занят, он врет. Не знаю. Так. Мели и Меля, твоя неделя. Самый гуманный суд в России, говорит. Так, за инсайт. Аслан, какие санкции надо ввести против певцов и певцов лизоблюдов и бойцов Ахмат? Это тоже очень хороший вопрос. Это очень хороший вопрос, конечно. Это должна решать не я, конечно. Но я считаю, что певцы, эти все и бойцы Ахмат, которые восхваляют и поднимают вот этот режим, так скажем, очеловечивают его, да, человеческим лицом его нам показывают. Они делают очень большую работу для очеловечивания. Они сперва попробовали с футболом это делать, но футболом не прокатило. Футбол это более массовый вид спорта. И они попробовали с футболом, но футбол не канал, да, не получалось делать футбольную команду самую крутую, да, Чеченская республика и Терек, делать самую крутую, если будут, есть футбольные команды, которые в России представляют, хотя они платили, видимо, взятки и там поднимали этот Терек как могли.
Но не получилось у них с этим футболом. И они тогда сделали ставку на бойцов вот этих. Бойцов у нас тоже как бы нормально, драться умеем, любим. И вот они делают очень много. Какие санкции надо ввести, я не знаю. Но я могу сказать, что певцы и певички еще понятно. Это еще та категория, да. Есть, конечно, среди них порядочные, достойные люди, но вот то, что сейчас воспевают этот режим, там все мерзавцы, и певцы, и певички. По поводу вот этих бойцов Ахмада, я их считаю гладиаторами, рабами, которые дерутся за деньги. И они не за нашу страну, не за нашу родину. Да, опасно отказаться. Но если так опасно, можно же уехать и выступать там за Украину, как некоторые выступают, за Грузию можно поехать, в Европу можно уехать выступать. Поэтому я не знаю, что будет, но народное порицание им будет. Они в истории остались, как из-за там Роллс-Ройса или там из-за Бентли, они поднимают пальцы, там слава Ахмад Хаджи там, и так далее. Народное порицание им будет, самое лучшее наказание. И тоже, наверное, они попадут под люстрацию, что тоже не имеют права занимать какие-нибудь посты. И Цагасу я не могу сейчас сказать, но я их осуждаю как только можно, именно бойцов. Певички еще, ладно, и певцов тоже. Бешна бобош. Так. Лунный свет. Думаю, Путлер слабеет, и это эхом отражается по всей России. Паника остро чувствуется. Лунный свет. Вот об этом я и хотел донести своим зрителям и вам всем. Именно то, что сейчас ситуация меняется и началось движение. Все же понимают, что несправедливость. Все же понимают, что идут большие нарушения. Но при всем при этом, как бы, пока терпится, сидишь, терпишь. А вот сейчас ситуация меняется. Вот с каждым днем по капельке, да, как говорится, курочка по зернышку клюет. И вот набирается, и когда вот эта масса переполнится, чаша переполнится, и много разных факторов в одной точке сойдутся, и в этот момент произойдет то, чего мы ждем. Мы вернемся в свою свободную, деоккупированную страну. Так, Международный суд он называется, все верно, Виктор Цой, спасибо. Международный суд ООН по Боингу заблокировали Москва-Вето. Вот для этого Россия должна быть выкинута из Совбеза, из постоянных членов ООН. Что тем самым мы занимаемся этим самым, мы призываем, мы пишем об этом. Посмотрим. Так, Борис Барзаева не трогать, он правильный пацан говорит. Так, Борис Барзаев, рубайте, ущая шакал, лидер положения. Все, давайте без драчки. Сейчас мы все прекрасно понимаем, о чем говорит. И ты, Борис Барзаев, антитеррор, и ты, и Рубати, мы все прекрасно понимаем. Нам сейчас нужно найти золотую середину, да, чтобы и преступники не ушли от ответственности, и невиновных мы не наказали чересчур, чтобы мы не перешли грань, имеется в виду. Так. Вильпесен культа, рубать там есть и честные люди, и сопереживающие еще больше. Это тоже правда. Так, лайки ставим, говорит, не забывайте ставить лайки.
Так, свирепый Гарри. Ассаламу алейкум, свирепый Гарри. Минут тише, свирепый Гарри. Ой, свирепый Гарри. Так. Так, Вильпесен культ. Ахмед Аджи где-то под защитой, ему запретили выходить в свет. Дауд Яхьяев. Аслан, слушай и общайся со всеми. И не надо игнорировать никого. Делай выводы. Если даже человек врет тебе, то ты сможешь извлечь из лжи правду. Я думаю, что ты дальновидный и мудрый спец. Вот я просто этому и говорю. Ну тут знаете какая ситуация? Меня обвиняют в том, что я там работаю на Кадырова, там, на ФСБ и так далее. И когда вот эти тонкие материи начинаешь затрагивать, тебя раз, который не хочет разбираться, может сказать, да, Кадыров, Кадыров вообще уйчвать. Я не про Кадырова говорю, я говорю про парня, который со мной связался и мне говорит, а есть еще один парень. Вы знаете, кстати говоря, для спецслужб я сообщаю, европейских в том числе, я сообщаю, в Чечне готовятся девушки-чеченки, это тоже мне сообщает информатор, который очень хорошо осведомлен об этой деятельности, который сообщает информацию, что сюда в Европу присылаются девушки, завербованные, обученные для того, чтобы проводить убийства. Девушки, женщины. И использовать они чаще всего будут яды. Об этом мне сообщили. И я вот об этом сейчас сообщаю. Также есть информация, что одна из девушек, которая была обучена, она приехала во Францию к своим родственникам, хотя ей был запрет. У нее была виза, подготовлена была, но она по каким-то делам, как я понял, да, она съездила куда-то во Францию, по-моему. Это одна из первых девушек, которая была подготовлена. И она вернулась домой. По каким-то делам к родственникам, по-моему, она съездила. Из-за того, что она без разрешения уехала, ее убили. Это ее родственники, наверное, об этом знают. Наверное. Так что, ребята, здесь не все однозначно и не так просто все. Да? И мы должны разобраться в этом во всем, потому что мы не должны дать путинскому, фашистскому режиму использовать этих людей вперед себя, чтобы они не пострадали. Вот этих людей по разным причинам надо отодвинуть в сторону, ими займется наш правоохранительный орган. А вот этими основной костяк, Кадыровый, Даудовый, там, и кто там сейчас, и другие. И вот этих всех нужно будет привлекать к уголовной ответственности по всей строгости закона. Кстати говоря, возвращаясь к тому, что сейчас там происходит, вы знаете, вот мэра Аргуна, вот этого убийцу, которого кадыровцы забрали, очень сильно пытали, избивали, и была информация, что его убили. На самом деле его не убили, Кадырова не хватило сил и власти убить этого человека, как он убил бы меня и любого другого из нас. И этот человек уже сейчас находится в Москве у своего брата, выехал из Чечни, теперь он жив-здоров, ну, может, не так здоров, как хотелось бы, но этого человека не убили. И для того, чтобы этого человека вытащить оттуда, за него говорили ГРУ, Министерство обороны точнее, и ФСБ. С Путиным на эту тему говорили, и они убедили, чтобы его отпустили. И этого человека отпустили. Вот этого мэра Тимирханова, мэра Аргуна. Так что мы понимаем, что Кадыров не всесильный, мы это знали, хотя нам показывают, что всесильный Кадыров там направо-налево всех мочит. Нет, в Чечне работает не только Кадыров, да, но есть еще другие группировки, которые занимаются. И военные, Министерство обороны фашистской России, они больше всех несли потери и больше всех убивали нас. И они как бы считают, что они должны быть хозяевами в этой республике, и Кадыров их так слишком сильно там ущемляет. Но, короче говоря, власть
не такая абсолютная у Кадырова. И он это прекрасно понимает, лучше, чем мы. Поэтому все не так просто, все не так просто. Так, Фрэнсис Коппола, правильный пацан, в Оле тишь, му хоч, захуш, тюрьма чухоч, вот правильный пацан, ты Ол, ты кто по соцсетям работы представляется правильными пацанами? Фрэнсис Коппола, ты прав, да, и вот нам этот Хамзат сейчас рассказывал, что есть специальный отдел, и я знаю, что они есть. У меня по другой информации тоже есть, что да, у них есть свои специальные тролли, которые сидят, пишут. Но про вот этого Борис Барзаева я бы сказал, что все-таки я не думаю, что этот человек работает на них. Так, как найти? Те, кто стучали и умерли из-за этого люди, таких нужно судить. Однозначно, однозначно. Рубать обещаю, Вильпес, но не с этих структур. Менты еще возможно, но не ГРУ и ФСБ. Туда без окровавленных рук не берут. Рубайте, но если ты, например, учишься в России, там, поступил в ФСБ, взяли тебя на работу, там не замешано, нет, конечно. Но, может, крови на них и нет. Короче, не знаю, посмотрим. Я вам вот выставляю информацию. Все, это у вас, дальше ваше дело. Так, пойдем дальше. Мили Емеля, твоя неделя, как найти? Это ты должен этим родственникам сказать, кто пострадал от их стукачества. Как найти? Пострадал от их стукачества. Я тебя не понял. Но я могу сказать, что я буду говорить и всегда буду этого придерживаться, как бы кто к этому не относился. Если совершено какое-то преступление против конкретной семьи, убит чей-то там сын, это не должен решать отец, брат или кто-либо другой. Это должно решать государство. И мы должны отойти от этого. Потому что когда мы находимся под оккупацией, то тогда, да, мы решаем вне зависимости от закона, который над нами стоит, оккупационного закона. Когда же мы свободные, мы должны строго в соответствии с государством делать. И вот если государство у нас не отменит смертной казни, будет там смертная казнь за убийство, там, за какое-то тяжкое преступление и так далее, выносится смертный приговор по решению суда, родственники все присутствуют на суде, помогают следствию там, и так далее, все как положено. И вот суд вынес решение суда, и нужно этого человека там приговорить к высшей мере наказания. Вот тогда родственника можно будет позвать и сказать, вот теперь ты можешь выполнить это и выполнить свою возмездие, да, или принцип Талиона. Поэтому мы должны уходить от этого. И я буду всегда настаивать, что не родственники это должны делать. Родственники должны собрать информацию и отдать следователю. Человеку, который компетентен, который профессионал в этом деле. Он садится, разбирается, передает суд выносит решение, и после решения суда уже приводится приговор там. Срок это будет или какое-нибудь там другое наказание. Маждад, антитеррор, твое видео, удар по самому больному месту пропагандистов. Да, совершенно верно. Я не знаю антитеррор за кого, но я ему верю. Я общался с человеком, и по мере того, как я с ним общался, я могу сказать, что я верю. Но это не значит, что вы должны ему верить. Я так считаю, это мое мнение. Так, давайте вы тут...
Влад Сепиш. В здании УВД есть отдельная комната для девушек, которые занимаются подбросами и тому подобное. Влад Сепиш, в каком УВД? Скажи мне, пожалуйста. Ага, он социал СГ. Влад, в каждом отделе такие места. Ага, интересно. Так, наше время заканчивается, друзья. Давайте я чуть-чуть почитаю в конце ваши разговоры. Фрэнс сказал, антитеррор манипулирует как раз на том контингенте, который воевал с ваххабистами. Работники в соцсетях тоже входят в доверие по чьим-то обидам, ненависти. Чего терру из казачок, я вот. Но это твое мнение. Так, Тед Банди. Аслан, в последнее время сюда, в Европу, стали приезжать много одиночек из нашей республики. Как к этим людям относиться в общем? Тед Банди, самое главное, чтобы мы не стали вот там сходить с ума по этому поводу. Надо быть аккуратными. Не все агентура. Ну, агентура, она бывает видна. Но не всем, конечно, она видна. Нужно немного в этом разбираться и так далее. Некоторым не видна она, даже если вот тебе в лоб эту агентуру сказать, даже вот могут тебе говорить, да нет, это же чудо, такое может произойти и так далее. Так, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, давайте на этом мы закончим наш эфир. Надеюсь, вам понравилось, надеюсь, было информативно. Я очень надеюсь, что следующий эфир в среду на чеченском языке выйдет на том канале Ичкерия Live. И надеюсь, в пятницу на русском языке мы увидимся тут. Я еще постараюсь записать с чат-рулетки немного, что-нибудь пообщаться с ними. Все, на этом все. Всего доброго. Ассаламу алейкум. Всего хорошего. Спокойной ночи.